Мы частично признанная страна, но это не меняет нашего вектора, наших устремлений и нашей решимости. Нужно быть надежными, прогнозируемыми и солидными партнерами для наших российских коллег, друзей. Мы должны остаться собой, с присущими нам ценностями. Если отойти от официальных вопросов, наверное, такое количество вам было их задано, что я точно что-то новое, оригинальное не придумаю. Какие-то подходы из книг, из всего того массива знаний, которым ты пользуешься. Спектакля, премьеры особенно. Вот, это такая серьезная эмоциональная подпитка. А вы производите впечатление очень дисциплинированного человека. Я думаю, что нам всем крупно повезло, что такой неравнодушный, патриотичный и талантливый человек возглавляет сегодня уже на протяжении не одного года, возглавляет Всемирный Абхазо-Абазийский конгресс. Добрый день. Гость сегодняшнего выпуска Гукала, министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц. Олег Мсасович, здравствуйте. Добрый день. Олег Мсасович, уже схлынул основной поток поздравлений в связи с новой должностью? Ну вот основная масса уже, конечно, поздравлений получена, но все-таки такие приятные еще отголоски настигают меня. Но здесь я в данном случае не шучу, а говорю серьезно, потому что самое последнее по хронологии поздравления, оно очень важно для нас сегодня. Это поздравление, которое пришло совсем недавно. Главная суть в том, что оно пришло из Сирийской Арабской Республики, которая претерпела очень серьезные трансформации в своем государственном и политическом устройстве. Было у нас много опасений по этому поводу. Мы беспокоились за то, в каких условиях будет находиться наше посольство в Дамаске. Ну вот совсем недавно, буквально несколько дней назад, пришло поздравление от министра иностранных дел Сирии Асада Хасана Аль-Шибани. Для нас это определенный сигнал о том, что мы продолжаем работать. Ну, по крайней мере, до сегодняшнего времени у нас сохраняются внешнедипломатические отношения. Это очень радует. Как вы себя ощущаете в новом, так сказать, формате? Ну, идет конструктивная, упорная, целенаправленная работа по продвижению интересов Республики Абхазия на международной арене, что называется, на внешнем контуре. Ощущаю себя достаточно комфортно, коллектив достаточно сбалансированный, боеспособный, который также ориентирован на выполнение задач, которую ставит высшее руководство страны. И мы в этом направлении движемся вместе, синхронно. Трудовая дисциплина на довольно хорошем уровне. И я думаю, что она будет только крепнуть в дальнейшем. И те задачи, которые мы наметили для ведомства и в целом для нашей страны, они будут достигнуты. А какие приоритетные задачи уже намечены? Приоритеты были выстроены во внешней политике нашей страны уже давно. Они известны, хорошо известны. Ну, прежде всего, цель – это, возможно, более широкое признание государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны третьих стран. На сегодняшний день, как вам известно, мы частично признанная страна. Но это не меняет нашего вектора, наших устремлений и нашей решимости добиваться новых горизонтов, новых свершений на международной арене. Главный приоритет в нашей внешнеполитической деятельности – это сотрудничество, стратегическое союзничество с Российской Федерацией. Это наш главный, основной партнер и друг, который позволяет нашей стране решать массу вопросов.
Прежде всего, это нивелирование военно-политических рисков. Россия обеспечивает нашу безопасность, но кроме того, важное направление нашего сотрудничества создает планомерно и постоянно создает условия для нашего устойчивого экономического развития. Нам нужно действовать синхронно, нам нужно быть надежными, прогнозируемыми и солидными партнерами для наших российских коллег, друзей. При этом, разумеется, обеспечивая равноправное, справедливое и такое планомерное сотрудничество с нашим главным партнером. А за вот этот небольшой срок после объявления вашего назначения уже какие-то, может быть, знаковые или заметные мероприятия произошли? Ну, уже произошло несколько достаточно серьезных шагов. Мы уже предприняли их совместно с нашими российскими коллегами. Как известно, мы обменялись ратификационными грамотами по соглашению об урегулировании вопросов двойного гражданства. Это очень важная веха, которую мы сегодня проработали. И, кроме того, мы подписали протокол, и я с абхазской стороны, и чрезвычайный полномочный посол господин Шургалин. Мы подписали протоколы об обмене этими ратификационными грамотами. Вот совсем недавно в развитии этого соглашения президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ об упрощенном процессе, упрощенной процедуре получения гражданства России гражданами Республики Абхазия. Ну, значение этого указа сложно переоценить, поскольку масса бытовых, житейских, абсолютно таких вот понятных жизненных ситуаций наши граждане смогут решить при помощи российского паспорта. Кстати, хочу снова вернуться к соглашению об урегулировании вопросов двойного гражданства. В соответствии с этим соглашением наши граждане получают массу преимуществ, массу удобных таких нюансов. Например, те вопросы, которые давно беспокоили наших молодых людей, особенно студентов, которые находятся на обучении в Российской Федерации. Например, при постановке на воинский учет, прохождении воинской службы и так далее. Теперь эти вопросы сняты. Граждане нашей страны, это четко отражено в соглашении, проходят воинскую службу в стране своего постоянного проживания. То есть понятно, насколько это успокаивает и облегчает жизнь для наших молодых людей, прежде всего студентов. Кроме того, еще один важный момент. Граждане нашей страны, находясь на территории третьих стран, получают поддержку и дипломатическое сопровождение загранучреждений такой мощной страны с очень разветвленной сетью дипломатических представительств, как Российская Федерация. Я думаю, это тоже о многом говорит, когда ты находишься в далекой стране и тебе готова помочь вот эта серьезная, разветвленная, мощная и компетентная структура, каковой является МИД России и его загранпредставительство в различных странах. Поэтому здесь, конечно, мы понимаем, насколько выгодно для наших граждан, насколько полезно и удобно действие положения этого соглашения. Олег Мусасович, если отойти от официальных вопросов, наверное, такое количество вам было их задано, что я точно что-то новое, оригинальное не придумаю. Да. Расскажите, как ваш рабочий день выстроен, как он начинается, ваш день, как проходит, как заканчивается? Ну, день действительно поймал себя на мысли, что в сутках стало намного меньше часов. Времени не хватает почти ни на что, кроме работы, потому что достаточно серьезно происходит взаимодействие наше с внешним миром. Прежде всего, конечно, как я уже говорил, с Российской Федерацией.
Вот сейчас тоже довольно такой динамичный этап, поскольку 5 числа, 5 июня начнется мой официальный визит в Российскую Федерацию, и мы будем встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Викторовичем Лавровым. Вот две наши делегации во главе с министрами обсудят достаточно широкий спектр взаимодействия между нашими странами. Это серьезный этап, серьезное событие, и мы к нему, разумеется, очень тщательно готовимся. Это много времени занимает. Кроме того, конечно, сегодняшнее постоянное текущее взаимодействие с нашими странами, с нашими загранными учреждениями, это и Никарагуа, и Венесуэла, и, как я уже сказал, Сирийская Арабская Республика. Взаимодействие с нашим дипломатическим ведомством в Москве, это все требует времени, внимания и усилий. Вот. Но я хочу сказать, что наш коллектив, наши руководители подразделений – это хорошего уровня компетенции дипломаты, которые достаточно эффективно выполняют свою работу, своевременно, оперативно подают мне необходимую информацию, которую мы обрабатываем, и затем уже принимаются решения мной и моими заместителями. Вот, собственно, из чего складывается день. Но, разумеется, помимо этого есть еще и представительские функции, есть совещания в администрации президента, в кабинете министров. Вот. Это обычная жизнь управленческого звена. Но сейчас я хочу сказать, что очень серьезно взвинтили темп. Много вот таких достаточно серьезных обсуждений, таких брейнстормов, да? Поэтому, конечно, это все требует и внимания, и усилий, и времени. Ну и представительские мероприятия, разумеется, тоже имеют место быть. У нас вот сейчас были 2 памятные даты, даже 3 памятные даты. Вот вчера буквально последняя, 21 мая. И, конечно, до этого празднование 80-летия Великой Победы. Это очень масштабные мероприятия были, масса гостей. Затем 80-летие нашего национального лидера, первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Арзамба. Также было огромное количество людей, которые приехали почтить память о нем. Вот, собственно, по этим и обусловлен тот высокий ритм, очень такой динамичное такое движение, которое присуще работе внешнеполитического ведомства. Ну, это только начало. Мы наметили и продолжаем совершенствовать план мероприятий до конца года. И там тоже очень много мероприятий, и не только в Абхазии, и не только в России. То есть этот ритм жизни, он практически приближен к московскому? Или все-таки там все? Ну, я могу сказать, что, по крайней мере, здесь я не чувствую себя более праздным или менее занятым, менее динамичным. Я думаю, нет, наоборот. Это все-таки задачи более высокого уровня. Хотя и в Москве мы тоже трудились достаточно серьезной долей самоотдачи, но все-таки руководить внешнеполитическим ведомством нашей страны – это почетно, но нелегко. А в целом вообще какие плюсы, минусы, сложности работы в Москве и в Абхазии? Ну, понятно, это география, там ритм тоже, расстояние. Разумеется. Ну, во-первых, это инфраструктурно совершенно иначе выглядит. Вот. Это ментально по-другому все. Вот в чем дело. Здесь все-таки мы ведем свою деятельность, любое ведомство, любой руководитель, все-таки в рамках нашей сложившейся политической, деловой культуры. И, конечно, даже те процессы глобализации, те новшества, которые привносят в нашу жизнь нынешние времена, они все-таки идут рядом с нашими особенностями, с нашей ментальностью, с тем укладом, который мы исповедуем в своей жизни и в деятельности. Я думаю, что это неплохо, поскольку нужно брать все правильное, хорошее, для того, чтобы обеспечить высокую эффективность, технологичность и так далее. Но при этом я убежден, что мы
прежде всего должны остаться аутентичными. Мы должны остаться собой, с присущими нам ценностями, с дорогими и необходимыми для нас традициями, которые не должны изжить себя. Они должны сохраниться. Просто мы к этому должны добавить некий более высокий уровень компетентности, обязательности, дисциплины, ответственности. Я думаю, что вот этот тот баланс, та золотая середина, которой мы должны достигать. Кстати, в одном интервью я прочитала, вы сказали, на любой должности не терплю инертности и безответственности. Да. Вы производите впечатление очень дисциплинированного человека. Вы как поддерживаете в себе эту дисциплину? Ну, у меня уже моя личность сложилась уже какое-то время назад, немалое, к сожалению. Вот. Ну, поэтому, наверное, какие-то критерии, по которым я выстраивал себя, они уже укоренились во мне. Меняться мне уже, к сожалению, поздновато. Вот. Но я думаю, что пока что считаю, что, может быть, ну и пусть так будет. Я достаточно организованный человек. Плюс к этому все-таки уверен, что у меня такая довольно счастливая натура моя, с довольно хорошо организованной нервной системой. На меня как бы очень слабо действуют различные воздействия. Вот. Поэтому и выборная кампания, и какие-то политические наши коллизии, они не оказывают на меня какого-то серьезного воздействия. У меня постоянно рабочий тонус, и мне это, конечно, помогает, в том числе и в моей работе, ну и в жизни, конечно. Здорово. А как вы, где черпаете вот это спокойствие? Я знаю, что вы очень любите читать, с раннего детства читаете. Это книги в том числе? Книги – это знание, а спокойствие – это самоорганизация и внутренняя дисциплина, которую ты в себе культивируешь, поддерживаешь. Вот. Ну, конечно, да, какие-то подходы из книг, из всего того массива знаний, которым ты пользуешься, который тебе встречается на твоем жизненном пути, который ты решил принять. Наверное, из этого и складываются особенности на любой личности. Вот, и я не исключение здесь. Но то, что человек, который находится в публичном пространстве, должен владеть собой, это аксиома. Поэтому даже когда внутри все кипит, нужно сохранять самообладание и действовать иногда жестко, но хладнокровно. Это очень круто. Дайте как-нибудь мастер-класс на эту тему, надо вас позвать на интервью. С удовольствием поделюсь. Но только в закрытом режиме. Все, понятно. Кстати, по поводу чтения. Вообще в таком ритме у вас удается внести какие-то хобби, что-то из любимых дел? Все меньше, конечно, пространства остается временного для вот таких важных, любимых вещей. Не могу похвастаться, что у меня много времени для этого, но все-таки стараюсь и читать, и общаться с друзьями, и обязательно стараюсь посещать такие любимые мной места, культурные различные наши сложившиеся центры. Вот, например, наш любимый Русдрам. Стараюсь не пропускать, находясь в Абхазии, стараюсь не пропускать спектакля, премьеры особенно. Вот. Это такая серьезная эмоциональная подпитка зачастую. Вот. Ну и поездки, конечно, тоже иногда. Сейчас, конечно, в меньшей степени, а так много впечатлений, много различных импульсов привносят посещение новых мест, узнавание новых людей. Это, конечно, очень важная часть жизни любого человека, мне кажется, и я не исключение, скорее всего. А что для вас главное вот в человеке? Вот вы познакомились с человеком, на что обращаете в первую очередь внимание? Что для вас важно? Как составляете впечатление? Сложно сформулировать в 3-4 там словах или даже в паре предложений. Имеет значение все. Интеллект. Имеет значение
психологическая совместимость. Обязательно пытаюсь определить нравственный код этого человека. Это очень важно, мне кажется. Вот. Из этого потом уже наслаиваются другие какие-то критерии, по которым ты определяешь, может этот человек быть тебе близок, интересен, можешь ли ты его считать единомышленником или там, соратником или партнером. Ну, это непростой психологический процесс, но я думаю, что мне в жизни везло с людьми, которых я встречал на своем жизненном пути. Их немало. Олег Мусасович, давайте поговорим про Конгресс. Вы входите в состав Высшего Совета Конгресса. Как бы вы оценили сегодняшнюю деятельность организации? Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. Я в данном случае говорю не как член Высшего Совета Конгресса, а вот как представитель нашего народа, да, нашего этноса. Я уверен, что это крайне важная, нужная, очень масштабная, необходимая для нас, для наших граждан, в какой бы стране они ни жили, работа. И, конечно, тут нельзя не упомянуть добрым словом главу Конгресса, нашего уважаемого друга, соотечественника, мецената, бизнесмена, политика Мусу Хабалевича Игзекова. Я думаю, что нам всем крупно повезло, что такой неравнодушный, патриотичный и талантливый человек возглавляет сегодня уже на протяжении не одного года, возглавляет Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. Очень много инициатив, масса мероприятий, масса акций, которые были проведены конгрессом и в Республике Абхазия, и в Абазаште, в других странах, в том числе зарубежных странах, и в Российской Федерации, и в Петербурге, в Москве. Конечно, значение этой деятельности трудно переоценить. Мы становимся ближе друг к другу, где бы ни жили наши соотечественники, те, кого затронула эта деятельность, эта благородная миссия, которую выполняет Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, они, конечно, становятся более вовлеченными в наше общее пространство, ментальное, культурное. Мы становимся ближе друг к другу и начинают нас связывать незримые нити. Это крайне важно. Я думаю, что здесь большой потенциал для совместной работы. И то, что делает Конгресс, и спортивные, и культурные мероприятия, и просветительская деятельность, что очень важно. Это переоценить значение этого крайне сложно. Убежден, что впереди еще больше достаточно серьезных, нужных, полезных для наших народов мероприятий, свершений и обязательно успехов. Спасибо большое за теплые слова. Мы желаем вам удачи, успеха в работе. Спасибо.